Сегодня 19 декабря, Никола Зимний. Вот в Москве, может быть, в один из редких лет, когда снега нет, плюсовая температура, тем не менее, сегодня день памяти Николая Чудотворца. В российской традиции современной это тот самый святой, который заботится о детях, который приносит счастье. Его очень любят у нас в народе. Может быть, это наш главный святой. И поэтому, возможно, Дед Мороз вот у нас ассоциируется, ну, по крайней мере, в России всегда вот с Николой Чудотворцем, с Николой Волшебником, с Николой Добрым, с Николой Зимним. И поэтому вот здесь сейчас, сегодня 19, понимаете, это очень непростое и очень значительное число. Еще когда мы были в Якутии, вот женщины связанные с духами, скажем так, которых называют угаданки, то есть, ну, женщины-шаманки, попросту говоря, они нас просили, пожалуйста, доберитесь до Москвы до 22 декабря, обязательно до 22. И вот вы сделаете только это, а все остальное, все остальное мы пошлем вместе с вами. Я понимаю, почему они так говорили, потому что у древних славян 22 декабря это был день рождения Хорса. Это одного из самых великих духов перемен. Именно с 22 декабря считалось, начинается новый круг света. Помните вот это славянское такое колесо? Это новый круг перемен, круг света, круг новой жизни. Именно вот здесь, вот перед 22 декабря, 19 день Николы, 22 декабря день рождения Хорса и 22 декабря солярный праздник у древнего народа Саха, далеко-далеко от Красной площади, во многих тысячах километров. Но видите, совпадает солярное. Почему? Солярные праздники, праздники Солнца, календарные праздники, астрономические, это главные праздники. Потому что мы дети Солнца. Мы дети Земли и Солнца. И для нас, для всех, издревле, свет солнечный олицетворял тепло, радость, улыбку, добро. Вот когда мы были на Шиисе, да, когда помогали там защитникам Шииса, мы слышали такое приветствие часто. Быть добру. Вот буквально. И прощание, кстати. Быть добру. Быть добру. И вот здесь вот в этот день знаменательный, волшебный, день чудес, мне хочется просто повторить, как вот такое маленькое, скажем так, заклинание волшебное, и шаманское, и святое, и общенародное, простое. Быть нашей стране, у нас добру. Быть нашему государству, в нашем государстве добру. Знаете, нам ничего не хватает, когда мы шли, не хватает смелости, не хватает веры в то, что наш народ сильный, наше государство может быть счастливым. Очень много безразличия мы встречали, но очень много вот тех, как их называл шаман Александр Габушев, светлячков, но я еще добавляю, гражданского самосознания. И в Якутии, вот даже вот Варвара, которая шила этот костюм, и не только в Якутии, везде, мы в каждом городе, и там, где и у защитников Байкала, и у защитников Красноярского леса, ну там Татьяна Давыденко, да, вот здесь, вот в Архангельской области, уже недалеко севернее Москвы, у всех, кто на ШИЭСе сейчас, у Анны, Ирины, там, у Павлика, маленького нашего любимого Павлика, который там командует, как бы оргвопросы решает. Мы у всех у них отмечали какой-то, знаете, такой веру, решительность, смелость. Ну, в общем,
бойцовский такой характер. Вот бойцовского характера нам не хватает. Но бойцовского по отношению к добру, к защите добра, добиваться добра, дарить добро, быть добрым. Ну что ж, вот сейчас уже начинаются новогодние праздники. 31 декабря, ну это чисто календарный такой, ну условный. Если вы хотите детям что-то подарить, вы подарите им себя здорового, улыбчивого, подарите им папу и маму, которые трезвые, которые вместе радуются. Побудьте с ними часик еще, 2 часика, всю ночь побудьте с ними. Подарите им себя. А самое главное, вот здесь в эти дни, с 19 по 25 декабря, подумайте о том, что нам не хватает смелости, честности, правдивости, храбрости и, самое главное, не хватает веры в себя, в народ, в государство. Подумайте об этом. И пусть добра будет больше. Быть добру.